На днях украинские националисты атаковали автобус с людьми в Лисичанске, применив боеприпас ракетного типа. Погиб мирный житель. 28 человек пострадали. Это не первый случай агрессии со стороны Украины в подшефных городах Татарстана, в прифронтовых Лисичанске и Рубежном. Жители часто попадают под угрозу вражеских обстрелов, но, несмотря ни на что, продолжают восстанавливать мирную жизнь в родных городах. Строительные и ремонтные работы идут при поддержке Республики Татарстан. Наши волонтеры, медики, строители, сотрудники коммунальных служб ежедневно вносят свой вклад в поддержание мира в российских городах Донбасса. В Лисичанске с началом учебного года дети начнут обучение в отремонтированных Татарстаном школах, сразу в 3. В эти дни идет подготовка к их открытию. Подробности в материале Алины Сулеймановой и Андрея Ключникова. Надо попросить вот это все переместить. Убрать, почему? да, потому что сказали. здесь автобуска должна подъехать. Да, работать сегодня мы уже разговаривали, Пожалуйста. сегодня у нас приходят сотрудники. И До понедельника, да, надо убрать? Да. Фаниль Аглиуллин, вице-премьер Республики Татарстан, куратор от нашего региона в подшефных городах проводит выездные совещания на строительных объектах в Лисичанске. Этот ежедневный контроль позволяет не упустить важные детали в ремонтных работах и решить ряд оперативных задач с подрядчиком. С этой стороны мы все отремонтировали. Лист металлочерепицы мы заменили, водосточку мы закрепили. Там же были осколочные. А с той стороны сейчас основные работы не закончат. И там... Кать, вот здесь 2 дырки надо закрыть. Решетками я предлагаю только. Республика Татарстан готовит к открытию сразу 3 общеобразовательных школы в Лисичанске. В одной из них работы уже завершены. Отремонтировали пострадавшую от обстрела ВСУ кровлю, фойе здания, заменили окна, электропроводку и подготовили спортзал к занятиям. А в 2 школах ремонтно-восстановительные работы на стадии завершения. Здесь тоже на обходной группе постели. Уголки, чтобы не порезаться. Все, уже прошли. Социально значимые объекты в городе готовят к вводу в эксплуатацию. Республика Татарстан задействовала в восстановительных работах местных строителей. Впереди начало учебного года, и многие, кто ремонтирует эти школы сегодня, уже завтра приведут сюда своих детей. Замечания есть, мы их устраняем, выявляем, говорим подрядчику. Подрядчик их будет устранять в ближайшее время. Помните эти кадры? Еще несколько месяцев назад педагоги проводили консультации в подсобных помещениях школы вот за этими партами. Вот у нас сейчас занимаются детки, проводят свою консультацию, получают. Мы можем зайти посмотреть. Здравствуйте, ребята. Сейчас у нас консультация в 5 классе, английский язык. Основное здание школы пострадало от обстрела ВСУ. В городе, вблизи линии боевого соприкосновения, ремонтно-восстановительные работы идут сложно. Ни связи толком, ни воды, перебои со светом. Приходится в условиях, даже вот вы сейчас слышите, да, вот наша артиллерия работает. Приходится дизель-генератор использовать, подвозить воду. Тоже занимает какое-то время. Целый год под угрозой вражеских атак восстанавливались и столовые, и учебные классы, и фасад зданий, и кровли этой школы. Ремонтные работы по всей школе были сделаны. От и до, от крыши до фундамента это все было сделано. И внутренние работы, и коммуникации, и проводка, свет, и отопление, и окна поменяли, стены, все сделали. И сегодня эти старые школьные парты вынесли на улицу. Настал момент, и в Лисичанской школе время шагнуло вперед. Фаниль Анварович, что-нибудь из этого было в вашей советской школе? Ну да, вот эти же стулья знакомые, и такие попадались. Это, получается, все поставки со времен Советского Союза? Я думаю, что да, потому что сейчас таких уже не выпускают. А сегодня какая будет мебель? Современная, как в татарстанских школах. Эта Лисичанская школа и без обстрела выглядела не намного лучше. Капитальный ремонт здесь не проводили с начала ее строительства в 70-х годах прошлого века. Эта мебель помнит еще нас, которые мы учились в этой школе. Покажите, на каком стульчике? Ой, да они же тут все одинаковые. Они же не подписаны, они одинаковые все.
На всех, да. И дети старшие наши тут учились в этой школе тоже. Через вас передаем это спасибо огромное. Ну, да. Я думаю, что мы все вещи обговорили, поэтому нам надо будет детально мобилизироваться, все вот это производство вывести. И сегодня учителя, которые помогают строителям выносить старую мебель и отмывать окна и стены от свежей краски, очень ждут новый учебный год. Дети заходят и радуются, смотрят. Школа вообще вау. Нам интересно, чтобы наши дети хорошо учились, уже за другим, чтобы у них память другая была, не наша. Хотя еще идет, вот где-то вы слышите тоже вдалеке, вот эти бахи, чтобы дети больше этого не слышали и не ощущали. Все хотят вернуться на родину. Да, все хотят домой. Самое главное, мы здесь ждем. Очень ждут учебный год и в другой лисичанской школе, восстановление которой заканчивает Республика Татарстан. Новость о том, что родная школа теперь выглядит как новая, застала Викторию Кисельникову и ее сына за границей, откуда они возвращались из эвакуации. Можно было остаться где угодно, но родина, знаете, как дома, родная земля все-таки. Нужно там, где родился. Я первый день пришла, потому что мы приехали недавно абсолютно. Поэтому школа в замечательном состоянии. Я, конечно, удивлена очень. Каждый день в Лисичанск возвращаются все больше его жителей. Вместе с ремонтно-восстановительными работами, которые ведет шеф-регион, в город приходит и мирная жизнь. Сколько у вас 11-классников? 11-классников у нас 19. Ух ты! А первоклассников? 16. В этой отремонтированной школе на 473 места уже сегодня в списках 263 ученика, и пополняются они ежедневно. Коренные жители приехали с Московской области, вернулись домой. Возвращаются домой. Ой, вы прям счастливы. Да. Мы всем рады. А ведь у многих еще в памяти те дни, когда вместе с детьми прятались от вражеских ракетных обстрелов в подвале школы и месяцами спали на спортивных матах. Прикладом постучали в дверь, я вышла. Нам надо, на украинской мове, нам надо заселиться. Я говорю, извините, у нас здесь Красный Крест был. Здесь, правда, был Красный Крест. Занимались выдачей продуктов. Они, вот вы нас не любите. Да. Наставил, конечно, мне автомат. Со психами уехали они. И на следующий день нас обстреляли. Вот во дворе прилет был, на площадке, на стадионе. Это что тогда пострадали окна. Эти тяжелые воспоминания учителя очень хотят оставить в прошлом. Ведь они готовятся к новому учебному году и к новой жизни. Я хочу сказать огромное спасибо шефу региону, потому что без них ничего бы это не состоялось. Татарстану привет огромный и огромное спасибо за то, что мы будем учиться в своей родной школе. Алина Сулейманова, Андрей Ключников, 7 дней.